урок! Здравствуйте, ребята! Добро пожаловать на урок русского языка. Если хочешь много знать, многого добиться, значит грамотно писать должен научиться. А для этого мы должны быть на уроке внимательными и старательными. Посмотрите, ребята, какой из этих вопросов лишний. Молодец, Азамат, ты прав. Это вопрос «кто?». А почему? Молодцы. Все вопросы, кроме вопроса «кто?», вопросы прилагательного. Какой, какая, какое, какие. Айгуль спрашивает, ребята, почему у прилагательного 4 вопроса? Какой, какая, какое, какие. И у вас такой же вопрос? Тогда давайте сегодня на уроке изучим это. Тема урока – грамматические признаки имени прилагательного. И сегодня на уроке узнаем, как изменяется прилагательное, научимся правильно подбирать вопросы к предметам. Для начала давайте повторим, что такое прилагательное. Имя прилагательное, ребята, это часть речи, которая обозначает признак предмета и отвечает на вопросы какой, какая, какое, какие. Ребята, а для чего нужны имена прилагательные в нашей речи? Имена прилагательные в речи нужны для того, чтобы речь была красивой, яркой и интересной. Давайте опишем эту картину, чтобы она стала яркой и красивой. Наступила долгожданная весна. Расцветают на деревьях первые цветочки. Прилетели перелетные птицы и радуются весне. Мальчик играет красивую мелодию. Вот и украсилась наша картина. Ну а теперь давайте разберемся, почему же у прилагательного 4 вопроса. Посмотрите внимательно и подумайте, почему каждому предмету мы задаем разные вопросы. Обсудите в паре. Обсудили? Теперь послушайте, как обсудили этот вопрос наш Айгуль и Азамат. Чтобы задать вопрос к предмету, нужно обратить внимание на предмет. Например, чашка. Задаем вопрос «какая?». Чашка голубая, новая. Цыпленок какой? Цыпленок маленький, желтый. Дерево какое? Дерево высокое, хвойное. А вот вопрос «какие» задается тогда, когда мы видим 2 или больше предметов. Например, дети какие? Дети веселые, дружные. Молодцы! Они правильно нашли ответы на вопросы. Еще раз повторю, что вопрос прилагательного зависит от предмета, к которому задаешь вопрос. Например, это лес. Какой вопрос зададим? Правильно, какой? Лес какой? Дремучий. А это пчела. Пчела какой или какая? Какая? Пчела маленькая. Солнышко. Задайте вопрос. Солнце какое? Солнце яркое. А это медвежата. Их много. Значит, зададим вопрос. Правильно. Какие медвежата? Медвежата дружные. А теперь, ребята, я вам прочитаю про этих медвежат интересную историю. Как вы думаете, о чем будет история? Итак, читаем, слушайте внимательно. Жили-были в лесу 3 медвежат.
Тошка, Тишка, Трушка. Тошка был озорной, Тишка тихий, а Трушка умный. Однажды Тошка захотел самостоятельно пойти на поляну и поесть вкусных ягод. Как только выглянуло яркое солнышко, Тошка открыл глаза и тихонько вылез из берлоги. Ребята, а что будет дальше? Мы прочитаем после задания. Вы пишите из этого текста прилагательные. Сравните ваши прилагательные с теми, какие прилагательные написали Айгуль и Азамат. Озорной, тихий, умный, яркое, вкусные. Ребята, а вы можете превратить эти прилагательные на существительное? Например, озорной – озорник, тихий будет тихоня, а умный – умник, яркий будет яркость, вкусный – вкусняшка. Вы молодцы, ребята. Давайте читать дальше. На солнечной поляне было много клубники-земляники. Тошка шел и ел, по сторонам не смотрел. И вот уперся во что-то твердое. И вот это что-то упало. И сразу послышался какой-то странный звук. Все жужжало над головой медвежонка. Это оказались пчелы. Они целились медвежонку в нос, в рот. Шерсть-то у мишек густая и длинная. Но один пчеленок ухитрился ужалить его в нос, другой в язык. Раненый Тошка взревел. На этот рев на поляну примчались мама, папа и братья и спасли бедного Тошку. А мама говорила: вот тебе будет урок, не уходи из дома без спроса. Тошка пообещал всем, что больше так делать не будет. Ребята, вам понравился рассказ? Правильно ли поступил Тошка? Теперь, ребята, мы должны составить карту нашего героя, Тошки. Сначала заполним колонку, какой он был до, потом какой стал. Итак, до в начале он был веселым, озорным, непослушным и здоровым. А после он стал раненым, грустным, послушным. И еще он стал виноватым. Понравился вам этот прием? Давайте еще раз проверим ваши полученные знания. Прочитайте и допишите окончание прилагательных. Сравните вашу работу с работой Айгуль и Азамат. Они работали в паре. День какой? Теплый. Город какой? Родной. Шарф какой? Синий. Ночь какая? Теплая. Деревня какая? Родная. Лента какая? Синяя. Утро какое? Теплое. Село какое? Родное. Платье какое? Синее. Если так же выполнили, то вы молодцы. А еще мы узнали, что прилагательное изменяется по числам. Когда мы описываем один предмет, то задается вопрос единственного числа. А если два или больше предметов, то задаем вопрос множественного числа. Попробуйте подобрать существительное к признакам. Яркое, ласковое, весеннее. Молодцы. Солнце. Зеленое, хвойное,
Новогоднее – это елка. Третье. Высокие, многоэтажные, красивые, молодцы, дома. Мягкий, домашний, пушистый. Конечно, это кот. Дальние, трудные, незнакомые. Да, это дороги. И последние. Кожаные, новые, зимние. Ботинки. Вы молодцы, ребята. Подведем итог наших усилий. Мы узнали, что имя прилагательное – это часть речи, которая обозначает признак предмета и отвечает на вопросы какой, какая, какое, какие. Имена прилагательные в речи нужны для того, чтобы речь была красивой, яркой и интересной. Вопросы имени прилагательного зависят от предмета, которому задается вопрос. Запомните. И теперь каждый проанализируйте свои старания. Дополните выражение. Я научился. Мне было интересно. Мне было трудно. Мне понравилось. Ну а я говорю вам до свидания. До следующего урока, ребята.